Природа родного края не может не пленить. Передать эту любовь в своих более чем 100 фотоснимках постаралась и Роза Даурбекова. Вековые башни, уникальные пейзажи и гармонично вписанные в них люди. Каждый снимок – отражение внутреннего мира, чувств и настроения фотографа. Фотограф, он и отличается чуть-чуть от другого, что он видит кадр. А я, вот как я вижу этот кадр, так и снимаю. Главное уловить этот момент. Потому что это мимолетно, очень быстро проходит. Такой определенной тематики у меня нету, но я старалась представить природу через взгляд людей, вот так вот, как со стороны. Каждая работа Розы, она уникальна тем, что ты видишь одну картину, одну конкретную ситуацию, ты можешь полностью в нее погрузиться. Ты чувствуешь себя на месте фотографа, который наблюдал эту картину в реальности, и при этом у тебя получается на секунду забыть про то, где ты находишься, и это очень сильно помогает отдыхать мозгу от работы, от деятельности, от суеты. Вдохновение может прийти к ней в любой момент. Даже сейчас Роза ловит на фотоаппарат каждое мгновение. Фотографией она увлекается еще со школьных времен, но за это время успела реализовать себя и в других сферах. Заслуженный работник культуры, писательница, поэт-песенник. Впрочем, это не все направления, в чем находит себя разносторонняя личность. Роза еще и прекрасный мастер декоративно-прикладного искусства. На выставке представлены украшения, посуда и другие различные предметы интерьера, выполненные в технике джутовая филигрань. Я думаю, что Роза на этом никогда не остановится, что ее ждет работа творческая и продолжение ее. И хотелось бы, чтобы она вот эту чистоту, искренность не теряла. Не бояться найти себя в чем-то новом. Таков девиз многогранной и талантливой женщины. Художественный взгляд, золотые руки Розы Даурбековой оценил и Махмуд Али Калиматов. Глава республики также заглянул и в соседний зал, где совсем недавно открылась персональная выставка картин из рыбьей кожи Лиды Оздоевой. Экскурсию по своим работам провела сама мастерица. Их по праву можно назвать уникальными, так как работать с рыбьей кожей сможет далеко не каждый. Здесь у нас все кожа семги. Это шатиль, это грузинская тема. Ну а после насыщенной экскурсии Махмуд Али Калиматов также вручил двум мастерицам почетные грамоты, цветы и подарки. Глава региона подчеркнул, что культурное направление в республике необходимо развивать, и большую помощь в этом оказывают именно такие творческие люди. Надо гордиться такими людьми, как вы. Сколько у нее энергии, сколько у нее эмоций, сколько она выстрадала все. Вот это просто гордость. Вот каждый художник. Но сегодня я вот, честно говоря, горжусь. Погрузиться в творчество талантливых ингушских мастериц может любой желающий. Это то место, где можно вдохновиться и, возможно, самим попробовать освоить красивое хобби. Во всяком случае, сотрудники музея на это очень надеются. Дана Плеева, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.